данные, которые мы сегодня имеем, которые мы получили, мы понимаем, что с детьми приехало на 15-20% больше людей. То есть люди предпочли семейный отдых. Придется перестать воспринимать Абхазию как курорт эконом-формата. Он уже не эконом. Если здесь будет работать гид российский, весь турпакет будет формироваться на российской стороне. Никакая организация, которая работает на территории Абхазии, не нужна будет российскому туроператору. Сегодня Абхазии приходится конкурировать не только с курортами Турции и Крыма, но и со многими российскими направлениями. Узнаем, как прошел туристический сезон 2024, превысил ли он показатели прошлого года и какие тенденции он выявил. Обсудим с экспертами. Летний туристический сезон в Абхазии завершился. Официально закрыт купальный сезон. Осенью отели предлагают более низкие цены, поэтому туристов еще можно встретить на улицах наших городов. Официальные итоги нынешнего сезона в Минтуризма еще не подвели, но в целом, по данным ведомства, турпоток на уровне прошлого года. Половина гостей выбрали длительный отдых, оставшиеся – однодневные экскурсии. Если о тенденциях этого лета, отдыхать приезжали всей семьей. Этот курортно-летний сезон, можем сказать, уже состоялся, идет к завершению. На сегодняшний день еще данные обрабатываются. Пока только есть предварительные цифры. И как вы верно задали вопрос, мы всегда прогнозируем. Но слово прогноз само за себя говорит. Прогноз либо сбывается, либо не сбывается, то есть оправдывается. В этом году прогноз оправдался, потому что мы всегда, любое ведомство говорит об организованных туристах, которые приезжают через туроператоры. Туроператоры прогнозировали в этом году увеличение, что и произошло. И также они говорили о том, что в этом году будет предпочтительный отдых, семейный отдых. Те данные, которые мы сегодня имеем, которые мы получили, мы понимаем, что с детьми приехало на 15-20% больше людей. То есть люди предпочли семейный отдых. Это связано с тем, что в республике появляются комфортабельные отели, в которых включено понятие «все включено». То есть люди приезжают с семьями, где есть полный пансион, завтрак, обед, ужин, бассейн. На мой взгляд, туристический сезон начался поздно. То есть, если ранее туристический сезон у нас и купальный сезон начинался с мая месяца, в этом году, вследствие, возможно, и в прошлом году, определенных изменений климата, купальный сезон в мае у нас не открылся, даже в середине июня было очень холодно купаться, и, возможно, это является причиной того, что в мае и июне были очень низкие показатели. Однако июль, август полноценно отработали. И, насколько мне известно, и заполняемость была неплохая в отелях, и экскурсионные организации работали. И сейчас как-то не хочется говорить о том, как прошел сезон. Сезон продолжается. Просто он сейчас невысокий, а так сезон продолжается. И, конечно, хочется, чтобы мы говорили о круглогодичном сезоне. Абхазия по-прежнему остается одним из наиболее популярных пляжных направлений. Учитывая цены этого года на все вокруг, в связи с тем, что происходит в России, санкционная история, экономические проблемы, инфляция, подорожание. Вот с учетом всего этого Абхазия остается наиболее приемлемым для туристов из нашей страны. Тем более, что Турция подорожала, Сочи подорожала. В этих рамках ничего подобного по цене, к сожалению, сейчас найти невозможно. В этом плане, конечно, придется перестать воспринимать Абхазию как курорт эконом-формата. Он уже не эконом. В этом году средний турпакет с перелетом на семью из 2 человек, взрослых и 2 детей, в среднем выходил на 60-80-100 тысяч в зависимости от отеля. То есть это уже средний сегмент. Как раньше, к сожалению, цен на подобные туры уже не будет. То есть уже мы должны признать, что даже в рамках общего сравнения Абхазия получается не самым дешевым форматом отдыха. Но тем не менее из пляжного направления сейчас это, наверное, наиболее приемлемый вариант. Мы со своей стороны в продажах увидели, что за последние 2 года активно развивается семейный отдых. Часть турецких туристов, которые раньше привыкли за вот этот сегмент ценовой, за 80-100 тысяч с перелетом отдыхать в Турции,
они как раз выбрали в этом году Абхазию, потому что Турция подорожала еще больше. Ценник был уже 120, 150 и выше тысяч. За 2023 год страну посетили 1 миллион 400 тысяч туристов, из которых 562 тысячи человек – однодневные экскурсанты из Сочи. Впрочем, узнать точное количество приезжающих на отдых не представляется возможным, поскольку цифра складывается из данных туроператоров из России, объектов размещения и турпоказа. Но есть еще самостоятельные, неучтенные туристы. Без анкетирования на госгранице система учета турпотока будет хромать. Только через организованных туристов, которые приехали через туроператоров, это как бы практика, которая применяется везде, в любом государственном ведомстве, которое занимается по направлению с туризмом. Ведется учет только организованных туристов, которые прибывают с целью отдыха и проживания на территории Республики Абхазия. Также нам в помощь идет и объекты туристического показа, где есть обелечивание, такие наши визитные брендовые места, как Крестинский реликтовый национальный парк, Новоафонская пещера. Также мы можем с вами понимать картину, которая складывается у нас в городе Сухум. Например, по объектам, которые посещают турпоказы, так мы называем это, сейчас правильное название не скажу, но в обиходе мы говорим, это обезьяний питомник и ботанический сад. Около 40 тысяч человек в этом году их посетило. Еще немного статистики. По данным Минтуризма Абхазии, круглогодичная занятость в сфере туризма составила 4,5 тысячи человек. В сезон эта цифра доходит до 30 тысяч человек. В последние годы были открыты комфортабельные отели и значительно вырос номерной фонд. Для наглядности, в начале курортного сезона койко-мест было 47 тысяч. В октябре уже 53 тысячи. В советские годы было 34 тысячи койко-мест. Астамур Барцыц убежден, нужно бороться за возвратного туриста и при этом держать разумный чек. В прошлом году было введено около 11 больших отелей в эксплуатацию, которые предоставляют услугу «Все включено». Помимо этого мы видим, что номерной фонд у нас увеличивается. Если говорить о промежуточных цифрах на сегодняшний, то к началу 2024 года у нас в республике было 49 тысяч койко-мест, а на 1 октября этого же года уже 57 тысяч койко-мест. То есть идет значительный прирост. Когда идет значительный прирост койко-мест, естественно, формируется конкурентная база. И для этого нашим ательерам нужно устойчиво понимать ценообразование, которое они должны предлагать, чтобы туристы приезжали. Мы всегда с вами говорим, что нам нужны комфортабельные отели, нам нужна конкуренция, но иной раз мы забываем о таком понятии, как возвратный турист. Вот об этом мы должны говорить у нас в республике, чтобы турист из года в год возвращался к нам в республику и предпочитал отдых у нас. Да, сегодня может быть Республика Абхазия быть востребованным направлением для туроператора. Но все может измениться, завтра она может быть не востребованным, и поэтому мы должны вернуться к понятию возвратного туриста. В Абхазию стали приезжать платежеспособные туристы. При этом в топе спроса остаются гостиницы среднего класса. Все потому, что эти объекты предоставляют качественные услуги и комфортные номера. Конечно, когда вы заведомо туристы приходите с определенным бюджетом, и у вас есть выбор отдохнуть за эконом-сумму, где включено питание, проживание, там дополнительные какие-то услуги, и где чуть цена завышена, вы, естественно, выбираете эконом-класс. По большому счету у нас республика всегда ассоциируется с пляжным отдыхом. Естественно, помимо этого, если еще есть какие-то дополнительные услуги на объекте, то это, конечно, будет больше привлекать. Естественно, клиентская база, она разнообразная и разная, естественно. Есть люди, которые предпочитают и дорогой отдых. Все зависит от того бюджета, на который вы рассчитываете. И, естественно, турист – это уже изначально как бы платежеспособный клиент, который имеет деньги, чтобы куда-то поехать и отдохнуть. А уже для себя он, естественно, выбирает эконом-отдых, подороже, побогаче или ниже эконом-класса. Это уже не тот старый советский формат, который мы видели в старых советских еще пансионатах и здравницах. И это не формат гостевых домов, где встречают как хозяева, как по-семейному, обсора. То
То есть вот не в этом формате уже работают люди. То есть большинство уже перестраивается на современный уровень развития. Да? И в этом плане мы видим этот сдвиг. Но инфляция растет, и понятно, что опять-таки цена-качество здесь не всегда соблюдается. Бывает, что за это просят дороже. Но тем не менее, сдвиг есть. И мы можем наблюдать, что Абхазия в этом плане тоже идет вперед. Но есть, конечно, свои проблемы, и пока что не хватает хорошего соотношения цены и качества. Какой был турист в этом году? В большей степени это был бюджетный турист, да. Им хотелось бюджетного отдыха, им хотелось побольше скидок, акций. И, конечно же, я думаю, что это вследствие той ситуации, которая сейчас складывается в Российской Федерации, это, конечно, сказывается. То есть спрос был в основном на бюджетные номера? Я не могу утверждать, что спрос был в основном на бюджетные номера. Я могу утверждать, что вот касательно экскурсионной составляющей, спросом пользовались те экскурсии, которые даже условно на 100 рублей дешевле, нежели там другие экскурсии, которые предлагают более красочный, яркий пакет услуг. Но тут решали эти 100 рублей. То есть это важно тоже отметить, потому что и в плане каких-либо доп. Услуг, например, посещение Новофонской пещеры, допустим, там катание на катамаранах озера Рица, даже эти доп. Услуги, на мой взгляд, не пользовались таким спросом, как в прошлом году. На рост турпотока влияет транспортная доступность Абхазии. Опять же, стоимость перелета в Адлер из разных городов России порой превышает стоимость отдыха. Да и железнодорожные билеты достать летом бывает непросто. Потому многие едут на юг с семьями на автомобилях. Эксперты говорят, строящийся аэропорт в Сухуми сможет снять эту проблему. Это очень актуальная тема на сегодняшний день, потому что это связано с некоторыми факторами, которые влияют именно на автотуризм, так скажем, на автопутешествия. На юге России работает всего лишь один аэропорт города Сочи. Помимо этого ЖД-перевозки. И иной раз туроператор, либо простой самостоятельный турист не может выкупить ни билет на авиасообщение, ни на ЖД. И он предпочитает передвигаться на своем личном автотранспорте. И в этом году мы тоже наблюдали, как и в прошлом году, что многие турпакеты были не включены в трансферы. В межсезонье в Абхазию приезжают на отдых немного гостей. При этом эксперты говорят, у страны есть все возможности быть всесезонным курортом. Для этого в первую очередь нужно инвестировать в санаторно-курортную отрасль. В этих форматах семейных, с трехразовым питанием, со все включено, с анимационным блоком, мы увидели, что наиболее неплохо растянулся сезон. То есть в этих отелях, начиная с мая по конец октября, были и есть туристы. То есть это один из способов расширить сезон, который в Абхазии сейчас один из самых долгих, но учитывая специфику направления, границу, перелет из Сочи, пока что не всегда он полностью приемлем. Сейчас, вот этот период с мая по октябрь, он в Абхазии вполне может быть. Как, кстати, и санаторно-курортный путь развития, который тоже потихонечку в стране появляется. Пока таких мало объектов. Это буквально их по пальцам пересчитать, которые могут круглогодично работать и предоставлять еще пакет с лечением. Много проблем с этим связано. Нехватка персонала, нехватка условий и тех ресурсов, которые обычно применяются в санаторных программах. Нехватка правовых документов, которые позволяли бы открываться и массово создавать санаторно-курортный кластер. Вот. Но, тем не менее, вот эти два пути, они позволяют в целом, как мы видим, поддерживать и расширять границы сезона. Когда-нибудь мы сможем уйти от сезонности туризма? От сезонности, безусловно, конечно, мы и должны уйти от сезонности. Мы должны прийти к круглогодичной работе. И поэтому, благо, наши бизнесмены, которые занимаются в туризме, переходят к работе круглогодичной. А круглогодичная работа зависит от отелей в
тех местах, в которых будут отдыхать, то есть комфортабельных. Даже если они не комфортабельные эконом-класса, то они должны быть обеспечены отоплением и так далее, чтобы принимать зимний период. И помимо этого насыщать программу нашего туриста дополнительными услугами в зимний период, потому что, естественно, море отпадает, пляжный отдых отпадает. И если вы посмотрите, мы все здесь находимся, то многие отели уже, в принципе, имеют в наличии и бассейны, подогреваемые бассейны, крытые бассейны, чтобы люди проводили время. Ну и помимо этого, конечно, наша экскурсионная программа, которая доступна круглый год. С теми ресурсами, которыми богата Абхазия, с теми с количеством термальных источников, которые у нас имеются на территории Республики Абхазия, разведанных, это, конечно же, нужно развивать оздоровительный медицинский туризм. Это в первую очередь, но для этого нужны, конечно, большие инвестиции. То есть это не вопрос, который решается одним днем. Наибольшим спросом в межсезонье пользуются, конечно же, познавательные туры, экскурсионные и оздоровительные. И нужно двигаться в этом направлении. Если мы не можем на сегодняшний день себе позволить построить за раз 50 санаториев на территории Республики Абхазия, нужно идти поэтапно к этому вопросу и развивать тогда уже культурный, деловой туризм, познавательный. То есть это будут в первую очередь, конечно, однодневные туры. В Абхазии нет своей системы навигации. В этом мы отстаем существенно. Для автомобильной навигации по республике туристы чаще всего скачивают оффлайн-карту Абхазии в приложении Яндекс.Навигатор. Для пешеходной навигации в городах – приложение Яндекс.Карты. После того, как иностранный сервис Booking.com ушел из России, он тут же свернул свою работу по объектам и в Абхазии. А ведь большая часть мини-отелей, гостевых домов и частного сектора реализовывалась именно на этой площадке. Минтуризма Абхазии сориентировалась и договорилась с другой площадкой бронирования – Островком. Мы вошли в переговорный процесс с площадкой по онлайн-бронированию «Островок», достигли договоренности, а договоренности заключались в том, что при заполнении полей на островке, то есть островок и все иные по онлайн-площадке по бронированию, которые в Российской Федерации, они созданы для российского потребления, для внутреннего рынка. А там были такие поля при заполнении, которые не устраивали наших граждан. И в ходе наших договоренностей эти поля были изменены и адаптированы для нашего рынка, чтобы мы могли продаваться. Но, к сожалению, своевременно, естественно, многие наши граждане не смогли переориентироваться и быстро перейти на островок, что, естественно, вызвало незаполнение и просадку в начале курортного сезона. В этом году спрос вырос на экотуризм и посещение минеральных источников в Восточной Абхазии. Давно пора активнее продвигать новые экскурсионные маршруты. Загрузка отелей в восточной части Абхазии была стопроцентная. Иной раз даже удивляло, что, грубо говоря, мы встречали людей на территории Рицинского национального парка, и когда вступали в ними диалог, спрашивали, а где вы проживаете, где вы отдыхали, они называли город Очимчира. Если мы рассматриваем последние 3-4 года, было открыто много маршрутов в восточную часть Абхазии, которые также уже пользуются спросом. Но они пользуются спросом больше для внутреннего туриста, который отдыхает здесь, в Абхазии. Что касается тех туристов, которые однодневным туром приезжают к нам из Краснодарского края, в частности Сочи, Адлер, Красная Поляна, конечно же, это наиболее популярные туры, так называемое «Золотое кольцо Абхазии», в рамках которого посещаются основные объекты туристского показа западной части Абхазии. Это, конечно же, набирает сейчас оборот тур на термальный источник в селе Киндык. Это на самом деле набирает обороты в межсезонье. И это как раз-таки доказывает то, что российскому туристу интересно оздоровление. Последние годы, вот если я не ошибаюсь, если рассмотреть статистику, на 25% вырос спрос на туры с оздоровлением. Но это комплексные туры. Сейчас мы не будем говорить об экскурсиях, это комплексный тур, организованный туроператором. И это неудивительно, потому что после пандемии коронавирусной в этом возникла необходимость. И
Сейчас набирают такие туры большие обороты. И в межсезонье до 45% спроса предъявляются именно на такие туры с оздоровлением. Наиболее популярные туры «Золотое кольцо Абхазии». Почему такая ситуация? Эти туры должны продвигаться, рекламироваться на территории Российской Федерации профильным ведомством. Бизнес этим заниматься не будет. Бизнесу нужен готовый тур, который он будет продавать. Почему, тоже объясню. У нас нет возможности запатентировать какой-либо тур. То есть, условно, бизнес рекламирует тур по новому направлению, экскурсионный. Когда он уже его сделал популярным, так скажем, у него его конкуренты завтра же начинают возить по этому туру, не вкладывая ничего в рекламу этого тура. То есть в первую очередь рекламой, продвижением новых объектов должна заниматься профильное ведомство, конечно. То есть этой работой бизнес заниматься не будет. И потому, как, скажем, по накатанной продаются те же туры, которые пользовались популярностью, в большей степени пользуются популярностью на слуху. Это Рицинский парк, это Новоафонская пещера. Межсезонье, которое сейчас актуально и на которое стоит сейчас обратить внимание, конечно, сильной стороной бы Абхазии могла бы быть еще и развитие сети экскурсионной направленности, то есть экскурсии. В Абхазии много всего интересного, много достопримечательностей, есть куда поехать, есть что посмотреть. Все это близко, логистика очень удобная. С гидами, насколько я представляю сейчас, и в частности с абхазскими гидами, которые проходят лицензирование в Абхазии, проблем нет. Там и информация доступная, и корректная, и цены неплохие на их услуги. То есть в этом плане все можно делать. Единственное, что бы хотелось, наверное, видеть больше, это комплексные программы, которые включают в себя сразу проживание, питание и целый недельный курс каких-то экскурсий. То есть не просто, чтобы человек приезжал в отель и выбирал себе экскурсии, он не понимает, как это делать. То есть он знает Рица, Новый Афон, он где-то об этом читал, он об этом где-то слышал, он поедет. Но комплексно, когда в рамках недельного тура ему сначала раскрывают эту сторону, потом эту сторону, потом традиции, потом природные составляющие, потом на застолье повезли, потом он проникает в страну больше, и ему становится более понятен абхазский колорит, абхазское направление. То есть в этом плане этот формат, он будет более интересен. Билеты на посещение двух главных туристических объектов – озеро Рица и Новоафонскую пещеру в 2022 году повысились почти в 2 раза. Линда Ампар предлагает цены на билеты в пещеру пересмотреть в сторону увеличения. И вот почему. Нарушается экосистема пещеры. Насколько мне известно, не более 150 тысяч человек могут ежегодно посещать Новоафонскую пещеру. Вот мы помним в пиковый год, что происходило в пещере в 2021 году, когда было больше 400 тысяч туристов. Повысилась температура внутри пещеры. Это чревато определенными последствиями, поэтому сейчас какая ситуация? Сейчас в районе чуть более 300 тысяч ежегодно посещают Новоафонскую пещеру. Даже под 400 тысяч. Да? Если мы повысим стоимость, туристов станет меньше, но финансовые показатели от этого не уменьшатся. Финансовые показатели увеличатся. И не будет таких огромных очередей. И я считаю, что такой объект, как Новоафонская пещера, вход в данный объект, конечно же, 700 рублей – это смешная цена посещения данного объекта. Когда можно дополнительные услуги, возьмем катание на катамаранах, озеро Рица, там полчаса, никаких больше услуг, ни экскурсий не представляет, 500 рублей с человека. Это смешная цена для такого объекта. Конечно же, нужно повышать стоимость, и таким образом есть возможность немного уменьшить количество, увеличить финансовые показатели. С Рицинским парком пересматривать стоимость билета категорически нельзя. Объясню почему. Стоимость въезда на территорию Рицинского парка входит в стоимость экскурсионного билета. И таким образом уменьшатся показатели экскурсионных организаций. И так уменьшаются ежегодно показатели Рицинского парка. С российскими гидами-нелегалами разобраться не получилось. Нашумевший вопрос поставлен на паузу. Как мы помним, они провели акцию протеста в Сочи, на всю страну заявили о нарушении своих прав на территории Абхазии и добились своего. Это сказалось на местном экскурсионном рынке.
Что смущает на сегодняшний день экскурсионное сообщество, это то, что прекратились рейдовые мероприятия проверки нелегальных гидов, то есть не проверяют иностранных нелегальных гидов. Было пару проверок наших абхазских нелегальных гидов, пару рейдовых мероприятий провели, но те машины, которые заезжают к нам из Российской Федерации, их не останавливали, останавливали только местные автобусы. Но это привело также к дополнительным возмущениям. Проверок сейчас нет, как и местных гидов, так и иностранных. Это, конечно же, очень негативно будет сказываться на показателях, но раз нет администрирования, как мы понимаем, тут и ожидать высоких показателей в этой сфере не приходится. Плюс мы видим, какая картина складывается сейчас. Нелегалы, узнав то, что вот эта провокация, которая была ими организована, она прошла успешно, они начали уже работать на микроавтобусах, на больших автобусах они ведут экскурсии. То есть они добились того, чего хотели. Нам многие говорили, вот, вы тоже можете работать на территории Российской Федерации, а мы не хотим работать на территории Российской Федерации. Почему мы должны покидать пределы своей республики, выезжать на заработки на территорию Российской Федерации? Какая в этом необходимость? Мы хотим работать здесь, на своей родине, мы получили образование в абхазских вузах, мы знаем историю Абхазии. Зачем мы должны заново все эти процедуры проходить? Это одно. Когда этот рынок становился на ноги после войны, почему-то нелегальных гидов здесь не было. Этот рынок, вот как наши женщины с тачками перевозили мандарины, также и экскурсоводы взяли, женщины в большей степени, на свои плечи этот груз. Да? И почему сейчас, когда уже стало здесь комфортно работать, появилась такая возможность в иностранных, такая потребность в иностранных гидах? У нас нет. Если бы у нас была потребность, если бы мы были бы не в состоянии обслужить тот поток туристов, который есть на сегодняшний день у нас, к сожалению, этого нет. Вот если ранее в рабочих группах, тоже хочется отметить, писали, что нужен гид, там, вы не знаете, нужен гид, там коллеги переписывали. В этом году и этого не было, потому что не было такого потока туристов, такого потока экскурсантов. Потому нам, местным гидам, не хватает работы. И если мы будем привлекать российских гидов, даже с учетом этой точки зрения, не говоря уже не касаясь там вопросов излишней патетики, сейчас не будем обо всех этих моментах говорить, это мы неоднократно озвучивали и другую сторону, имиджевую сторону вопроса. Это единственный заработок для многих жителей Абхазии. Плюс, как мы знаем, у нас работают несколько крупных туроператоров российских на территории Республики Абхазия. И когда они формируют тур, конечно же, есть спрос на формирование тура с полным пакетом услуг, в том числе экскурсионная составляющая в качестве дополнительной услуги. Если здесь будет работать гид российский, весь турпакет будет формироваться на российской стороне. Никакая организация, которая работает на территории Абхазии, не нужна будет российскому туроператору. Экскурсионный бизнес зависит от сезона. Прибыль от него в зависимости от конкретного тура разная, но стабильная, по абхазским меркам высокая. При этом сложилось мнение, что бюджет от этого бизнеса получает минимум. Ответить прямо, зарабатывает абхазский гид в день там какую-то определенную сумму, в месяц какую-то определенную сумму. Я не могу дать такой информации, потому что это зависит от тех договорных отношений, которые есть у гида с экскурсионной организацией. Есть, насколько я знаю, минимальная зарплата, которая установлена правительством Республики Абхазия. Это минимум 15 тысяч рублей, которые указывают в документах, документально, и от которой уже берется отсчет и выплата налогов. 31% от этой суммы оплачивается. В качестве подоходного налога, и пенсионный фонд сам работник оплачивает, и плюс 20% фонда оплачивает организация. Если мы говорим о том, что гид работает по разовому договору, это тоже возможно, там от 700 рублей
от 700 рублей в день. И от этой цифры За одну экскурсию? Или за одну экскурсию. Но одна экскурсия, она может длиться 2 часа, она может длиться 10 часов, 8 часов. Ну, конечно, за 10-часовой рабочий день там 700 рублей оплачиваться не будет, это понятное дело. Это зависит от организации. А так вот, что касается вопросов администрирования данного процесса, платы налогов и прочих вопросов, это уже вопросы к профильным ведомствам, к налоговой, к Министерству туризма Республики Абхазия. Опять же, возвращаемся к вопросам проверок. То есть если мы не проверяем нелегальных иностранных гидов, то ты своих не проверишь. И поэтому это все взаимосвязано в данном вопросе. Доверчивые граждане по-прежнему попадали в отпускной развод, покупали на мошеннических сайтах поддельные путевки в Абхазию и оставались ни с чем. В Минтуризма Абхазии призывают быть внимательными и сверять информацию об отеле на сайте министерства. В преддверии каждого курортного летнего сезона, естественно, активизируются мошенники, которые пытаются продать те или иные объекты и заработать. По факту мы сталкиваемся, на самом деле, с имиджевыми потерями нашей республики, которые отражаются из-за таких действий. Но, к сожалению, это все происходит по факту. То есть, когда человек уже совершил манипуляцию, оплатил тур, так называемый, и приехал, и узнал, что по факту он заплатил в никуда, и его и никто не ждет. Поэтому в министерстве нашем есть информационная база, где есть отели с названием, с номером телефона, с электронной почтой. И если у наших потенциальных туристов возникает какое-либо подозрение, то они всегда могут обратиться по телефону нашей горячей линии бесплатной, и мы можем напрямую свести их с тем или иным ательером, чтобы подтвердить достоверность того или иного сайта, либо продажи тура в данную гостиницу. Но в этом году меньше было таких историй, да? Да, все-таки туристы уже, к сожалению, наученные горьким опытом, более серьезно подходят к этому вопросу. И часто звонят сюда и спрашивают, реально вот за этот сезон я наблюдал, были звонки, а на самом деле есть такой отель, а у него есть такой сайт, а он ведет продажи. Опасности есть в любой стране. Где угодно туристы могут наткнуться на мошенников, грабителей или столкнуться с хамством местных жителей. Этим летом резонансных историй, связанных с безопасностью туристов в Абхазии, не зафиксировано. В плане безопасности и комфортного отдыха для россиян здесь были предприняты меры. И в этом году, насколько мне известно, таких случаев какого-либо негативного отношения к российским туристам не было. И тут нужно отметить, не могу не сказать, работу и министра, который всегда держит руку на пульсе в этом вопросе. Даже вот я могу привести пример, когда был несчастный случай, когда турист погиб на территории Рицинского парка. Тут же выехали представители министерства и Рицинский парк, хотя Рицинский парк не имел отношения к этому несчастному случаю, но им выплатили компенсацию и оказали всяческую поддержку. Выбирающих экстремальный отдых в Абхазии меньше не становится. В начале летнего сезона в Рицинском национальном парке была проведена техническая проверка зиплайнов. Выявлены нарушения и сделаны предписания с указанием сроков их устранения. В Департаменте госстандарта по техническому и энергетическому надзору нам сообщили, что владельцы аттракционов их предписания не выполнили, а значит работали на свой страх и риск. В этом году повезло. Не факт, что в следующем обойдется без происшествий. Насколько мне известно, после данной проверки, кажется, одна тарзанка работала. Я, если не ошибаюсь, одна осталась открытой, все остальные были рекомендованы к тому, чтобы они не осуществляли свою деятельность. Но после они все открылись, и, честно говоря, я не задавалась этим вопросом. Я подумала, что, значит, они выполнили предписание, и потому они работают на сегодняшний день. Конечно же, это очень важный вопрос, самый важный. Это жизнь людей, дети катаются на этих тарзанках. Ну, конечно, это очень серьезный вопрос, но это уже, опять же, вопрос к госстандарту в первую очередь. То есть у них должны быть рычаги воздействия на владельцев.
Набирающие популярность походы в горы также вызывают опасения у экспертов в плане их безопасности. Те мероприятия, которые проводились ранее, нужно их возобновлять. В первую очередь это касательно горного туризма. Вот тут у нас очень серьезные проблемы. Насколько мне известно, по официальной статистике 8 аккредитованных инструкторов горно-пешеходного туризма по всей Абхазии. Все остальные работают нелегально. Это касается как граждан Абхазии, так и в большей степени иностранных граждан. То есть только 8 аккредитованных. Это на фоне того, что горно-туристические маршруты становятся Популярны. Конечно, конечно. Горно-туристические маршруты набирают популярность ежегодно, и это настораживает. То есть там, как мы понимаем, в первую очередь при прохождении аттестации данные эти инструкторы, они, конечно же, должны соответствовать всем, их работа должна соответствовать всем нормам безопасности. Но если они не знают этих норм безопасности, и они не проходят аттестацию, не проходят обучение, о чем можно говорить? Поэтому это очень серьезный вопрос. Раньше, конечно, было больше инструкторов, но, опять же, тут вопрос администрирования этого процесса. Насколько я знаю, никаких проверок в горах нет. Никто никого не проверяет, не контролирует, и потому все работают как могут. Вот у нас есть страховая компания, на сегодняшний день в Абхазии функционирует. Насколько я знаю, там для однодневных туристов, для экскурсантов, которые прибывают на территории Абхазии до 24 часов, там тарификация 50 рублей в день страхования данного туриста. Однако у данной страховой компании тоже сама процедура оказания этих услуг при наступлении страхового случая достаточно неудобна, честно скажем, и нужно ее также прорабатывать. Плюс та тарификация, которая была прописана по оказанию медицинских услуг, тоже она уже не соответствует реальности, потому что с учетом уровня инфляции и по истечении лет это уже все не актуально. И плюс на основании действующего законодательства при наступлении страхового случая сама компания, которая обслуживает данного туриста, должна нести эти обязательства. То есть, условно, если во время экскурсии у туриста произошел, самое меньшее зло, скажем, перелом конечностей, то все услуги, связанные с обслуживанием и доставкой этого туриста на родину, медицинское обслуживание, все за счет принимающей стороны. То есть это само собой разумеющееся. Когда ты заключаешь договор, ты обязан, если ты не застраховал туриста в рамках договора страховой компании, эти обязательства ложатся на тебя, на принимающую компанию. Есть ли бронирование на зимний отдых? Да. Вот у кого-то бронирование 100%, у кого-то 20%. На эту зиму? На эту зиму, да, уже есть активно. У кого-то вообще все продано, не говоря уже о бронировании. То есть это все идет в зависимости от работы того или иного туроператора с определенным ательером, какие договорные отношения они войдут, сойдутся. Самое главное, что сойтись по цене, по ценовому фактору, чтобы предложение по цене было интересно и тем, чтобы заинтересовать. И в конечном итоге конечному потребителю туриста было интересно приобрести тот или иной тур. Стратегия развития туризма в Республику Абхазия, если так лаконично сказать, она должна заключаться в возвратном туристе. Мы должны говорить только об этом, чтобы из года в год нам возвращались туристы. Чтобы Абхазия сегодня, грубо говоря, не входила там в топ-3, а завтра не вошла в топ-3. Чтобы она сегодня направление было востребовано, а послезавтра не было востребовано. Мы должны стабильно, как с 2020 года, по сегодняшний день принимать у нас в республике турпоток более 1 миллиона туристов, что будет стабильно для развития нашей экономики. Туристическая отрасль Абхазии развивается, параллельно решая хронические проблемы. Корректный учет туристов из России, кадровый голод, недостаточно развитую инфраструктуру, пробки на госгранице с Россией, обустройство пляжей, строительство очистных сооружений, нелегальные гиды, безопасность на экскурсионных маршрутах.
Все эти вызовы делают погоду и формируют туристическую привлекательность страны.